Смотрите в программе. Информацию о загрязнении рек Алданского района проверяет прокуратура. Возобновление международного авиасообщения в правительстве страны обсудят на следующей неделе. А вот принятие решения по форме проведения 1 сентября в России перенесли на следующий месяц. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Золотодобывающая компания вновь загрязнила реки Элькон и Редерга в Алданском районе. В Якутскую природоохранную прокуратуру от Министерства экологии поступило сообщение, что в результате размыва дамбы отстойника на лицензионном участке компании «Нордголд» возникла угроза причинения вреда окружающей среде и водным биоресурсам. Прокуратура проводит проверку. Правительство страны после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, которые будут подходить по критериям, установленным Роспотребнадзором. А именно, где в течение 2 недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост новых больных не должен превышать 1%. В перечень стран, которые подходят по этим показателям, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь? Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которое получено не менее чем за 3 дня до прибытия в Российскую Федерацию. И при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина Ж. Что касается граждан России, которые будут возвращаться из зарубежья, то они также могут за 72 часа до прилета пройти ПЦР-исследование в той стране, в которой они находятся. И еще раз по прилету в течение 3 дней уже на родине. Якутск тоже постепенно выходит из режима ограничений. К примеру, в столице заработали летние веранды общепита. Но чтобы все шло по правилам, представители Министерства предпринимательства проверяют соблюдение эпиднорм. Сейчас в одном из таких рейдов участвует и наш корреспондент Александр Хавренко. Он на прямой связи. Александр, все ли кафе, что удалось осмотреть, соблюдают требования? Приветствую тебя, Василий. Да, как ты правильно сказал, что открылись у нас летние веранды. Кому-то из предпринимателей повезло, у кого-то были летние веранды, кто-то в срочном порядке их начал оборудовать, а кто-то просто вынес столики на крылечко и объявил это место верандой. Министерство предпринимательства сделало уже несколько проверок, были найдены незначительные нарушения, но все-таки в целом они рапортуют о том, что предприниматели добросовестно отнеслись к инициативе открытия летних кафе и стараются все требования выполнять. А какие именно требования, нам рассказал представитель Министерства предпринимательства Иван Никифоров. Давайте послушаем. Требования – это, во-первых, расстояние между столами минимум 1,5 метра, масочный и режим у сотрудников, также температурный режим у сотрудников. Это все журналы ведутся, уборки каждые 2 часа, а также после каждого клиента. Вот. В Якутске вообще открыто больше 20 объектов общественного питания, это летние веранды. Нарушения есть минимальные, которые мы собираемся устранять оперативно, то есть как бы идем на диалог с бизнесом. Если бизнес также идет нам навстречу, никаких карательных мер не принимаем. Ну, все-таки, наверное, лучше и больше о том, каково работать в условиях пандемии на объектах общепита, нам расскажут люди, которые непосредственно работают в поле. И рядом со мной Светлана Львова, менеджер по развитию ресторана Тагендархан. Светлана, скажите, пожалуйста, как вот вам работается в таких условиях, в условиях пандемии и общего масочного режима и подобных ограничений?
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие телезрители. И сейчас, конечно, необычное время во всем мире. И мы очень рады, что наступили вот эти послабления и разрешили работу летних кафе и веранд. В нашем случае в Тегандархане у нас работает сейчас летнее кафе в саду. И мы неукоснительно соблюдаем все эти требования, которые обязаны. Это ношение маски, дистанция социальная. И, конечно же, мы делаем все для того, чтобы наши гости чувствовали себя безопасно, прежде всего за свое здоровье, и в том числе наши работники тоже. То есть мы предлагаем нашим гостям, конечно же, обработать руки кожным антисептиком, измеряем им на входе температуру, и наши столики расставлены таким образом, чтобы у каждого посетителя была социальная дистанция, необходимая это 1,5 метра. Но сейчас на улице довольно жарко, почти по 30 градусов. Все время находиться в маске и перчатках затруднительно. Поступали ли какие-то жалобы от персонала на эти неудобства? Ну, хотелось бы сказать, что Тегандархан – это прежде всего очень большая, опытная команда профессионалов. И таких жалоб у нас не было, потому что мы все прекрасно понимаем, что это делается прежде всего для безопасности и сохранения здоровья прежде всего наших работников и гостей. И мы думаем, что это все-таки временно, и когда-то мир победит эту коварную болезнь. Ну и вот, продолжая тему безопасности, вот лично меня и многих интересует вопрос. Понятно, социальная дистанция, антисептики, все, но вот посуда, которой пользуются все, какие-то дополнительные меры по мытью, какие-то дополнительные средства применяются или остается? Вот как происходит именно обеззараживание посуды? Ну, по этому вопросу хотелось бы сказать, что посуда, она должна обеззараживаться не только в период пандемии, но и всегда. Если это ресторан, то обязательно должны у нас быть посудомоечные машины и, конечно же, специальные антисептики, которыми все это моется, обеззараживается. И еще раз скажу, что это у нас в Тегандархане не только сейчас, но и всегда, потому что это требования, санитарные требования Санпин. Большое спасибо, Светлана. Будем надеяться, что не только в этом ресторане, но и во всех других точках общепита будут придерживаться этих правил, будут соблюдать все нормы. И якутяне наконец-то после долгого простоя, после долгой самоизоляции смогут выйти и насладиться прекрасными блюдами в прекрасной компании своих друзей в одном из ресторанов или кафе города. Василий, на этом у меня все. Да, Александр, спасибо. Мы двигаемся далее. Роспотребнадзор назвал сроки принятия решения по линейкам 1 сентября. Традиционный, онлайн или другой формат ждет школьников в День знаний. Станет ясно во второй половине августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что запрет массовых мероприятий с участием детей – это рекомендация, которая действует с апреля месяца. Если будет благоприятная эпидобстановка, то требование будет изменено. Благоустраивают дворы, асфальтируют дороги, устанавливают уличные опоры освещения. На благоустройство Айхала в этом году из муниципального бюджета выделили почти 18 миллионов рублей. На них планируют благоустроить дворы, заасфальтировать дороги и установить опоры уличного освещения. Какие территории подпадут под благоустройство? Оксана Мизинцева. Во дворе одного из домов на Юбилейной шумно. Бетономешалка работает, строители ломают старое ограждение. Территорию готовят к асфальтированию. А это улица Кадзова. Во дворе у второго дома свежий асфальт. Участок в поселке облагородили благодаря программе формирования комфортно-городской среды. В общем, на нее выделили 11 миллионов рублей. Также будет произведен ямочный ремонт по всем дорогам. В общем-то, там порядка на 1 миллион рублей. Будут выполнены эти работы. Сейчас они отторговываются. Также отторговывается благоустройство стелы 30 лет Победы. Уже заасфальтирована и улица Попугаевой в Нижнем поселке. На территорию в 2500 квадратных метров выделили 7 миллионов рублей. На Соборной площади на клумбах зацвели петунии и бархатцы. Место одно из популярных у айхальцев. В администрации поселка критики и идеям по благоустройству только рады. Свои предложения можно оставить на сайте муниципалитета. Благоустроить, может быть, некоторые придомовые территории. Не по всем адресам существует и тротуар, и проезжая часть с хорошим асфальтом. Вот, допустим, на прогулочной коляске с мелкими колесами не везде можно комфортно проехать. Парковок побольше сделать, чтобы удобно было ставить везде машины. Сейчас у каждого транспорт вообще все есть. Но я считаю, это...
В этом году благоустройством Айхала трудовые отряды не занимаются. Местная администрация обходится силами подрядных организаций. Прилегающие к зданиям территорию благоустраивают предприниматели и предприятия Алроса. Ждут айхальцы, когда благоустроят парк здоровья. Сегодня здесь есть пешеходная дорожка, по обочинам лесной массив. Пока там айхальцы выгуливают домашних питомцев, есть мусор. Однако и этому объекту дадут новую жизнь. Проект нового парка пока в работе. Будут ли здесь установлены лавочки или сделают скейт-дорожки, узнаем в следующем году. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Краеведческий проект «Памятник в один клик» реализовали в Алданском районе. Его суть – при помощи цифровых технологий рассказать жителям и гостям города об исторических памятниках, находясь непосредственно рядом с объектом. Новый сервис опробовал Руслан Павлов. Возле 13 исторических памятников города Алдана появились непростые таблички. Помимо названия объекта, даты его установки, на табличке есть цифровой код, считав который обычным смартфоном, вы переноситесь на краеведческий портал и получаете развернутую информацию об историческом объекте, перед которым находитесь. Идея вообще не новая, это я и смотрел в интернете, но изначально я был в командировке в городе в Хабаровске и увидел табличку с QR-кодом на старинном здании одном. Ну, естественно, я навел всю информацию, он меня перекинул сразу на сайт, я всю информацию по нему прочитал, но я подумал, почему нельзя сделать это у нас в городе, тем более у нас есть множество памятников и в городе, и в районе. Так родилась идея проекта «Памятник в один клик», которую воплотили в жизнь сотрудники Центральной районной библиотеки имени Некрасова при поддержке некоммерческой общественной организации «Все в наших руках». Когда районная библиотека к нам обратилась с просьбой принять участие в создании вот таких вот информационных табличек, мы, конечно, с радостью согласились, потому что мы за такие новшества, на которых будет размещен QR-код и так далее. Мы увидели информацию в соцсетях о том, что администрация Алданского района разыгрывает грант, и как раз один вот из целей, пунктов вот этого гранта – сохранение культурного наследия, популяризация исторического и культурного наследия нашего города. Ну и вот мы как-то решили подать эту заявку, сделали проект и выиграли. Мы вообще не ожидали на самом деле то, что выиграем. Еще не успели подсохнуть фундаменты, на которых стоят информационные таблички, а жители города уже насладились возможностью цифровых технологий. Знать историю своего города, региона и страны – обязанность каждого культурного человека, ведь недаром право на сохранение исторического наследия мы закрепили в Конституции нашего государства. Это очень хорошая инициатива для нашего города, для молодежи, для подрастающего поколения, прежде всего, для приезжих, кто приезжает, тут все. Подошли люди, прочитали. Век наших высоких технологий – это довольно-таки очень удобно, что человек может приложить просто телефон и скачать, увидеть всю информацию касаемо замечательных достопримечательностей, памятников нашего города, узнать всю нашу историю. То есть это очень хорошее изобретение, я считаю. Авторы проекта «Памятник в один клик» готовы продолжить данную работу и установить подобные информационные таблички у каждого исторического места в каждом населенном пункте Алданского района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.